Шрома, Цугуровка, Восточный фронт, Ахбюк, Сухумская гора. Бойцы батальона «Шаратен» во время войны находились там, где было опаснее и страшнее всего, там, где помощь особенно была нужна. Героические подвиги бойцов батальона, приблизившие победу ценой своей жизни, навсегда останутся в памяти народа. Все, что вы сделали, никогда не забудет Абхазия. Вечная слава нашим братьям. Эти имена никогда не будут забыты, но самое главное не мы, самое главное, чтобы молодежь знала и помнила эти имена. Вечная слава героям. А моим братьям желаю вам всех благ, мира нашей Абхазии. На церемонии отмечалась роль медсестер батальона, которые спасли жизни многих бойцов. Мне довелась такая честь принимать участие в этих боевых действиях в группе Кабарды у Яганова Ибрагима. И я была рядом с такими, как Ляля Паразия, Саида Гумба, которых, к сожалению, уже нет в живых. И я считаю это большой честью для себя внести тот маленький вклад, который я сумела сделать. И если бы нужно было, то я бы это повторила. Первым командиром батальона «Шаратен» был герой Абхазии Руслан Кула. После его героической смерти батальон возглавил Рауль Амичба. Ребята делали все, что от них зависело. Значит, были потери, были проигрыши, но в завершение, хоть с огромными потерями людских ресурсов, убитыми, ранеными, но с полной победой мы закончили движение батальона до Сухумской горе. Юбилейными медалями 25 лет Победы были награждены 135 бойцов батальона, 30 из них посмертно, и медали были вручены родственникам погибших. Саид Жерсали, Алексей Гухава и Нала Гухава, Абхазское телевидение.